Салем Достар, снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео. Я в шоке, только казахи помогли этой женщине. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Простая русская женщина попадает в беду, в аварию, зимой, на трассе. Просит помощи у русских мужиков. 5, как она говорит. И ей никто не помогает. Но ей помогли 2 парня-казаха. Друзья, сейчас вы услышите всю эту историю с уст этой женщины. Как оно все было. Но хочу еще раз подчеркнуть. Это видео не про то, какие же эти вот мужики, которые стали русские, плохие, какие хорошие вот эти вот 2 казаха. Нет, это не про это. Это видео про то, есть ли гонение русскоязычного населения в Казахстане. Преследуют ли русских из-за их разреза глаз, цвета кожи, национальности, расы, незнания казахского языка. Вот о чем это видео. Я подчеркиваю это, друзья. Ни в коем случае не думайте по-другому. Вы на Азмас Шоу, с вами Сула. Мы начинаем. А еще хочу рассказать одну историю своей жизни. 8 декабря 2021 года я улетела в кювет. Глубина кювета 3 метра. Так вот, находясь там в кювете, обходя свою машину, которая была в ужасном состоянии, кто слетал в кювет, тот знает, что это такое. Я не знала, что мне делать. Стали подъезжать зеваки на трассе. И с трассы мне подъехало очень много машин. В основном это все были русские мужики. И они мне с трассы в кювет кричали: что случилось? Ну да, блядь, у меня, конечно же, сейчас есть желание рассказывать, блядь, что случилось. Что какой-то гондон, блядь, на трассе не заметил меня, блядь, что я иду его на обгон. И решил, блядь, повернуть влево. У меня есть время рассказывать. Глубина 3 метра, моя машина в жопе, блядь. У меня 3 человека в машине. Так вот про то, что стояло 5 или 6 русских мужиков, которым было интересно, блядь, что случилось. И в какой-то момент подъезжает белый Альфард. С Альфарда выходят 2 парня-казаха, подходят к обочине. Им что случилось. Первое, что они спросили: чем мы можем вам помочь, девушка? Может, кого-то отвезти в больницу? Чем мы можем вам помочь? Так вот, такой казахский народ. Вот такие казахи, они солидарны. Никто, блядь, не предложил мне помощь, кроме этих 2. Им было похуй, что случилось. Они хотели помочь. И тут я расплакалась и говорю: ребята, вы первые, кто предложил мне свою помощь. Они подъехали поближе, у меня в машине сидела бабушка. Они спустились вниз вот в таких вот маленьких ботинках. Они набрали кучу снега. Я шла сзади них, и я говорю: парни, ну вы же, блядь, наберете сейчас кучу снега в ботинке. Знаете, какой был их ответ? Да у вас страшнее. Разве это сейчас проблема, что мы наберем снега? Вы посмотрите, в каком состоянии вы. Вы понимаете? Им было насрать. Они пришли помогать. Так вот, русские, заткнитесь, блядь. И не кидайте никакие слова сюда, к нам, в Казахстан. Потому что вы даже не знаете этот народ. Вы даже не знаете на то, что они делают для нас. Ну вот так вот, друзья. Вот так вот. Я надеюсь, вы сделали правильные выводы. Сделали вывод о том, что, опять же, что это видео не о том, что кто-то плохой или кто-то хороший, а о том, есть ли преследование русских в Казахстане. Вот это самое главное. Что вы об этом всем думаете? Напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся, только прошу вас без оскорблений. Вы были на Азмас Шоу, с вами был Сула. Обязательно подписывайтесь на наш канал.
Друзья, ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Но по поводу, да, того, что так происходило, ну, в любом случае, да, такие вопросы задавать, что случилось, останавливаться и смотреть просто со стороны, это, конечно же, неправильно. Я тоже, когда приехал в Казахстан, была такая ситуация, мы ехали. И на дороге узкая дорога была, и мальчишку на мотоцикле мужчина сбил. Я первый раз такое видел. Вот все машины, которые ехали, но я передвигался в автобусе, получается, просто каждый человек, который ехал, даже там с другой стороны по встречке сворачивали, обгораживали этих ребят, парней, кто разбился, выбегали к этому парню, к мужчине, тот, что в машине был, потому что там взрослый мужичок был такой, он в шоке был. Я просто был в шоке, что они так все как-то вроде как фильм снимали, друзья. Ну, понятно, что не дай бог, чтобы случилось такое с любым человеком, потому что это понятно, это ну, неприятная ситуация. Вроде парниша был в себе и в сознании был, но непонятно, как дальше было с ним. Но то, что вот стояла машина, лежал мотоцикл и парень лежал, так быстро все обгородили машинами, там за секунду все вот так обгородили, выбегали к ним, там давай помощь какую-то предоставлять. Некоторые люди, я видел, что ложили на бок, правильные действия делали, вот первую медицинскую помощь какую-то, чтобы там ротный рефлекс, чтобы не тошнило при таких точных ударах. Э, есть опыт у людей, и они давай ему там какие-то моменты подсказывать, что делать, как ложиться, как это. Я просто был в шоке. А когда я ехал, вот просто есть пример, с чем сравнить, друзья. Когда я был в Украине, такая ситуация была. Вот происходит какая-то такая ситуация, просто машины вот так проезжают, чтобы не быть каким-то там свидетелем, потому что полиция приедет, это занимает их длительное время. А то, что случилось что-то с человеком, и он может умереть или еще что-то, то им было по барабану. Они просто так брали, проезжали. И для меня, ну как, я тогда смотрел на это все, я ну, ехал и думаю, блин, наверное, боятся или еще что-то, почему не останавливаются, не помогает никто. Потом уже я тогда еще мелкий был, маленький был, я тогда с мамой ехал откуда-то, не помню. А потом я уж спрашиваю у родителей, она говорит, да, там полиция приезжает, ты должен остаться, быть как свидетелем, люди не хотят это делать, они куда-то, может, спешат, и вот такая ситуация. А хотя ты мог бы остановиться, и может вот эта маленькая доля секунды, она спасет жизнь этому человеку. И вот проезжая и видя вот то, что происходит, лучше остановиться и помочь, конечно же. Не факт, что ты поможешь, да, но лучше спросить, потому что человеческая жизнь это все. Самое главное, что есть в этом мире, и терять ее, и кто видел смерть, и кто смотрел в глаза смерти, тот понимает, что это очень страшно, и это очень печально. И когда ты осознаешь, что вот доля секунды там могла произойти, и ты мог умереть, вот тогда ты понимаешь на самом деле, как вообще ты боишься умереть. Я сам на себе это прочувствовал, и это все прекрасно понимаю. Это ужасные моменты, ужасные какие-то истории, даже вспоминать не хочется. Вот так, друзья. Обязательно в комментариях оставьте свое мнение. Конечно же, я был приятно удивлен с того, как в Казахстане вот именно то произошло, та ситуация, и как люди быстро среагировали, как быстро помогают. Может, в нынешнее время в Украине, если бы я заметил такую ситуацию, сейчас бы все было по-другому. Ну, тогда я увидел вот такую ситуацию, и у меня были вопросы, а почему не помогают, почему никто не останавливается, почему автобус не остановился, люди там не вышли, может кто-то, врач едет здесь. Ну, так, видите, уже я в таком возрасте, у меня были мысли, почему не помогать. И ты с такого смотришь, как люди делают, и, конечно же, ты растешь и такой думаешь, а зачем мне это?
Все, ну, не дай бог, чтобы я попал в какую-то такую ситуацию, но я бы не остался в стороне 100%. Друзья, обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Берегите себя, друзья. До встречи.